Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшекшара. Сегодня в программе о выработке эффективных мер по укреплению стабильности президент принял дипломатов из Женевы. Обвал ликвидирован, осталось положить асфальт, восстановлен участок республиканской трассы в Эшере. Лучшие эскизы получат призы. Федерация футбола Абхазии объявила конкурс на эмблему и символ чемпионата мира по версии КАНИФА. Президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение в целях реализации поручений президента Республики Абхазия по вопросам внутренней и внешней политики государства, изложенных в ежегодном послании к Народному собранию Абхазии в 2016 году. Определен перечень поручений, ответственные за их исполнение организации и лица, а также установлены сроки реализации поручений. Премьер-министр, секретарь Совета безопасности, генеральный прокурор, председатель Национального банка, руководители центральных органов государственного управления обязаны ежемесячно письменно информировать администрацию президента Республики Абхазия о ходе исполнения распоряжения. Рауль Хаджимба подписал указ о назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия. Согласно указу президента, выборы в органы местного самоуправления назначены на 3 апреля 2016 года. Рауль Хаджимба подписал закон Республики Абхазия о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района. Согласно закону, срок полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района, сформированных по итогам выборов 12 февраля 2011 года, продлен до 12 февраля 2017 года. Президент также подписал конституционный закон о поправке Конституции Республики о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия. В Конституцию внесены изменения, связанные с реформированием местного самоуправления и управления в Республике Абхазия. Рауль Хаджимба подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам местного государственного управления и местного самоуправления. В законодательство внесены изменения, связанные с реформированием местного самоуправления и управления в Республике Абхазия. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Перспективы выработки эффективных мер по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье обсуждались на встрече президента Абхазии Рауля Хаджимба со специальным представителем ООН на женевских дискуссиях Анти Туруненом. Подробности встречи в репортаже Елены Лолуа. Очередной визит финского дипломата в Абхазию свидетельствует о том, что ООН рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с официальным Сухумом. Нужны новые методы и подходы в совместной работе, чтобы маленькими шагами продвигаться вперед, сказал Анти Турунен. Он с удовлетворением отметил, что в послании президента Абхазии парламенту говорится о полезности международных дискуссий в Женеве. Целью моего визита сегодня является выслушать точку зрения абхазских властей относительно того, как мы можем выработать новые рабочие элементы, а также те новые шаги, которые нам предстоит предпринять, маленькие, небольшие, но тем не менее эффективные шаги по направлению вперед. Анти Турунен заявил также, что рассчитывает на возобновление работы пятистороннего механизма в Гальском районе. Абхазия готова использовать любые возможности, чтобы напрямую доносить свою позицию до ключевых региональных и глобальных игроков, отметил Рауль Хаджимба. При этом абхазская сторона рассчитывает на встречные шаги со стороны международного сообщества, сказал президент. Не следует гуманитарные вопросы увязывать с политикой, подчеркнул глава государства. Мы все время слышим готовность продолжать разговаривать, строить соответствующие возможности, но процессы, которые мы видим и которые не позволяют нам в полной мере говорить о том, что ситуация меняется, это вопросы передвижения наших людей, вопросы признания наших документов, вопросы гуманитарной сферы, вопросы, связанные с возможностью участвовать в Абхазии в тех или иных процессах, которые не связаны никак с теми или иными политическими какими-то вопросами, которые в той или иной мере отрицает Запад или Грузия. Как отметил уже после встречи Анти Турунен в беседе с журналистами, на женевских дискуссиях по-прежнему остро стоит вопрос подписания соглашения о неприменении силы. Елена Лолуа, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. В подразделениях абхазской армии продолжаются занятия по боевой и морально-психологической подготовке личного состава. Сегодня завершились занятия по вождению боевых машин и гусеничных тягачей у военнослужащих артиллерийской группы оборонного ведомства страны. Очередной визит финского дипломата в Абхазию свидетельствует о том, что ООН рассчитывает на
Я надеюсь, что наши молодые ребята с честью пронесут звание военнослужащего Вооруженных сил Республики Абхазия. На данном этапе вы наблюдаете, как проводятся мероприятия по практическим занятиям по вождению. Также у нас здесь развернутые места по теоретическому доведению мер безопасности, а также правила вождения. Все мероприятия проводятся согласно плана подготовки вооруженных сил на 2016 учебный год. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи арбитражного суда республики. Вакантная должность одна. Прием заявлений кандидатов осуществляется в помещении Министерства юстиции с 4 по 12 февраля включительно. Лидеры блока оппозиционных сил встретились с представителями молодежи. С докладами о своем видении экономической и политической ситуации в стране выступили сопредседатели блока Алхаз Квицини и Аслан Бжания. Репортаж Налы Букпа. Открыл встречу с молодежью один из сопредседателей блока оппозиционных сил, лидер партии Амцахара Алхаз Квицини. Он рассказал о своем видении социально-экономической обстановки в Абхазии. По мнению Алхаза Квицини, в стране растет коррупция, уровень жизни падает. Он также обеспокоен ситуацией и в сфере здравоохранения, когда ветераны войны становятся жертвой бюрократии. Я помню, когда власть говорила, что государство вообще не обращает внимания к ветеранам войны. Вот так как мы представляем ветеранскую организацию, и нам эта проблема очень больна и близка. Когда нам говорили, что нужны какие-то фонды создать, чтобы наших ветеранов мы не пускали в коридоры чиновничьи, чтобы они не ходили с протянутой рукой, эти деньги тоже не могут дать. Раньше хоть что-то давали. Еще один из лидеров оппозиционного блока Аслан Бжания выступил с анализом деятельности правительства за прошлый год. Меры руководства страны из-за сокращения финансовой помощи из России, увеличить поступления в бюджет за счет внутренних средств и выведения из тени экономики, по его мнению, не увенчались успехом. Новые налоги, в первую очередь введение экспортной пошлины на орех, негативно отражаются на крестьянах и малом бизнесе, убежден Аслан Бжания. Провальной он считает всю деятельность правительства. В связи с этим, по его словам, блок оппозиционных сил намеревается весной этого года провести референдум и всенародный сход, где будет поставлен вопрос о доверии к власти. Это прописано в наших законах, это законный путь. Новая власть, которая придет в Абхазию, а эта власть будет сменена, она должна иметь хотя бы одно бесспорное преимущество над действующей, моральное преимущество. К этому надо прийти исключительно законным путем. Свое мнение высказали и представители молодежи. К примеру, Давид Агарба говорил о потере духовно-нравственных ориентиров в обществе. В такой ситуации, по его мнению, молодежью можно легко манипулировать. Неудивительно, что в таких сложных условиях политическая активность молодежи продолжает расти. Любая политическая организация должна быть заинтересована в максимальном понимании молодежных проблем и динамики общественно-политических отношений. Молодых людей интересовало мнение представителей блока оппозиционных сил по поводу численности депутатского корпуса, внешнеполитической и экономической деятельности государства. Нала Мукба Сайдайба, Абхазское телевидение. В стране идет подготовка земель для высадки однолетних культур. Как известно, государство заявило о поддержке развития малого бизнеса на селе. О положении дел в одном из хозяйств Гудаутского района наш следующий репортаж. Владимир Савиди – потомственный овощевод села Джирхуа Гудаутского района. В свое время его отец занимался выращиванием сельхозпродукции. Он и передал ему навыки овощеводства. По словам сельчан, природно-климатические условия и земля здесь идеально подходят для однолетних культур. Почва плодородная и дает богатый урожай. Владимир Савиди на протяжении 5 лет выращивал все виды однолетних овощных культур, но в этом году решил высадить только огурцы. Вспахивать землю и подготавливать семена к высадке крестьяне начнут уже буквально через 10 дней. Но после выпавшего снега теплицы Владимира Савиди пришли в негодность, и самостоятельно их восстановить ему вряд ли удастся. Без работы все сидим, что-то чем-то заниматься, хоть огород очень, например, для меня, считаю, это очень выгодно, очень хорошо для сельского населения сегодня. Можно и для себя, и для дома, и заработать копейку, что-то можно. Все соседи живут, все хотят чем-то заниматься, но вот помощь тоже хотят, чтобы было, немножко чтобы помогли.
Во всех районах страны вскоре начнутся весенние полевые работы. И для того, чтобы успеть привести в порядок свою теплицу, Владимир Савиди обратился с заявлением в Управление сельского хозяйства администрации Гудаутского района с просьбой помочь ему. Перед нами глава администрации поставил задачу, чтобы сельское хозяйство помогать будет. И вообще это хотим в этом году как никогда поработать. В данное время подготовка, что мы документы готовим без финансовой поддержки, мы не можем сегодня сказать, что вот мы начали. Финансовая поддержка будет, но люди вот сегодня у меня были списки составили, что необходимо готовить для того, чтобы парниковые делать. Сегодня мы говорим о ранних овощных культурах. Семена посеяны, и к концу месяца саженцы уже нужно высаживать. За это время Владимир Савиди должен успеть восстановить теплицы. Главный вопрос для него сегодня в том, вовремя ли поступят финансы для поддержки его малого бизнеса. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Госкомпания «Апсныр-Гылара» восстановила участок республиканской трассы в районе села Верхняя Эшера Сухумского района, где летом прошлого года произошел обвал дороги в результате сильного дождя. Через пару дней после укладки асфальта трассу введут в эксплуатацию. Участок дороги на 96-м километре республиканской трассы Псу-Ингур в селе Верхняя Шера Сухумского района обрушился прошлым летом после сильного дождя. Обвал произошел в двух местах в непосредственной близости друг от друга. Общая длина обвала составила 120 метров, ширина около 10 метров. По проекту производственного объединения «Стройпроект» госкомпании «Апсныр-Гылара» несколько месяцев назад были начаты ремонтно-восстановительные работы. После верхнего слоя грунта вместо известняков, как предполагали геологи, здесь оказались кремниевые известняки, намного более прочные. И установка буронабивных свай вращательным способом, как было ранее запланировано, оказалась невозможной. Пришлось менять буровое оборудование. Пришлось при содействии Министерства экономики приглашать других специалистов, которые пневмоударным способом выполнили эти работы. Но при производстве пневмоударным способом происходит дрожение грунта, и дорога начала осыпаться, приходилось укреплять откос. Тут на подпорках, на балках все это стояло, а люди даже проезжая не видели, что такие трудности были преодолены. На протяжении 114 метров залит фундамент, так называемый ростверк, который объединяет все сваи в единую прочную конструкцию. Несмотря на то, что здесь работал 10-тонный каток, который утрамбовывал грунт, чтобы в будущем не было проседания, еще и сверху была залита железобетонная плита. В итоге строителями возведена подпорная стена высотой в 4,5 метра, которая, по словам специалистов, выдержит сейсмичность до 9 баллов. На участке установлены монолитные колесоотбойники по 3 метра каждый. Сейчас идут подготовительные работы по укладке асфальта. Вы сейчас видите, вот сейчас фреза работает. Сейчас мы под кромку подровняем. И я надеюсь, что завтра положим асфальт. Больше здесь работ таких нет. Но еще остались вот 3 опоры надо поставить. Еще мы нанесем здесь разметку. В общей сложности на восстановление дороги затрачено более 22 миллионов рублей. В ближайшее время Апсныр-Гылара совместно с Абхазавтодор приступят к ремонту на 9 и 11 километрах центральной трассы, где также произошел обвал дороги в конце прошлого года. По словам Игоря Казанба, смета и сроки исполнения будут намного меньше, так как характер обрушения позволяет буронабивными сваями сверху укрепить эти участки, не спуская технику вниз. Амрамич Баста Мургошба, Абхазское телевидение. В связи с проведением чемпионата мира по футболу в Абхазии по версии КАНИФА среди национальных команд, не входящих в ФИФА, Федерация футбола нашей страны объявила конкурс на лучшую эмблему и символ чемпионата. Организаторы отмечают активность участников. На данный момент прислано более 10 эскизов. Работы можно выслать на официальную страницу и электронный адрес Федерации. Конкурс стартовал 1 февраля и продлится до 10 числа этого месяца. Напоминаем, что победители будут награждены денежным призом в размере 50 тысяч рублей за логотип и столько же за эмблему. Это очень масштабное событие, оно происходит здесь впервые, после войны. Будет очень много гостей, это интересно. Даже если вы не художник, даже если вы не верите в себя, в этот момент, если вы подумали, что вы можете что-то нарисовать и попробовать, обязательно пробуйте, ничего не бойтесь. Ваш эскиз должен обязательно олицетворять Абхазию и обязательно олицетворять футбол. Больше никаких других правил нет. 10 февраля мы соберем все эскизы и отберем 5 лучших. И эти 5 лучших эскизов мы вывесим опять-таки на нашу официальную страницу в Facebook. И уже путем голосования, путем лайков, как это стало очень актуально на сегодняшний день в республике, народ будет выбирать и выберет лучший эскиз. Все это очень волнительно, все это будет очень красиво, здорово, так что старайтесь.
И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью 6, днем 16-18 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.